Обвинение в подготовке террористического акта и антигосударственной деятельности. Некоторые пояснения. Авды Кулиев, бывший министр иностранных дел Туркменистана, лидер объединенной демократической оппозиции Туркменистана. Юсуп Кулиев, младший брат Ахмеда Кулиева, работавшего во время событий сотрудником КНП Туркменистана, и Джемал Язлыева, директора туркменской службы «Радио Свобода», Азатлык с 2006 по 2010 годы, Чара Кулиев, адвокат. Кулиевы не имеют между собой родственных связей. 1 ноября 1994 года одновременно с возбуждением КНБ уголовного дела номер 628 Аймурадову было предъявлено обвинение по статье 15, части 64 Уголовного кодекса Туркменистана в подготовке террористического акта в отношении высших должностных лиц Туркменистана, включая президента этой страны. Позднее те же действия были дополнительно квалифицированы по статье 70 Уголовного кодекса Туркменистана «Антигосударственная деятельность». Аналогичное обвинение Гараеву было предъявлено лишь 11 апреля 1995 года, однако уже начиная со 2 ноября 1994 года он интенсивно допрашивался по указанному делу, с ним были проведены несколько очных ставок лиц, выступающих в качестве свидетелей обвинения. По официальной версии, уголовное дело было возбуждено на основе заявлений в КНП граждан Туркменистана Юсупа Кулиева от 29 октября 1994 года, Джумагулаева и Худайбердыева, которые сообщили, что проживавшие в Москве туркменские оппозиционеры и их сторонники планируют совершение террористического акта в отношении президента Туркменистана. В действительности официальное расследование органами КНП проводилось по крайней мере с 10 октября 1994 года. В уголовном деле номер 628 имеется письмо на имя председателя КНБ от 10 октября 1994 года следующего содержания: 8 октября 1994 года неизвестным лицом. В посольство Туркменистана в РФ доставлен пакет без указания на нем адресов получателя и отправителя. При вскрытии пакета было обнаружено 3 листа рукописного текста. Содержание написанного, на мой взгляд, затрагивает интересы национальной безопасности Туркменистана. 3 листа рукописного текста представляли собой письмо без подписи на туркменском языке, написанное ашхабадским журналистом Юсупом Кулиевым и адресованное политэмигранту Холмураду Исенову, в то время проживавшему в Москве. Ниже приводится русский перевод указанного письма. «Здравствуй, Мурат. Мурат, прочитай внимательно, если помнишь информацию по нашему варианту, вот детали по нему, о которой я рассказал друзьям на расстоянии 300-400 метров, где можно спрятаться, теперь проблема. Возьми на заметку. Там возле гор создали замаскированный пункт для скрытого наблюдения. Один на высоте, второй, снизу там же проходит проволочное заграждение, и там недавно установили сигнализацию. На вышеупомянутых пунктах ночью дежурят 4 пограничника с собаками. Караул меняется каждые 4 часа. Когда приближаются наши друзья к этой точке, пограничники замечают и сообщают вниз. Поэтому у нас есть вариант. 1. Надо нашим друзьям или подкупить начальника заставы, или сделать, чтобы он работал на нас, чтобы наши спокойно подошли к этой точке. 2. Информация о погранзаставе. Число пограничников 60. Все. Туркмены. 5 офицеров, 4 из них русские. Начальник заставы, русский офицер. Запорожец Андрей. Имеются 3 БМП. Надо договориться с этим Андреем или с начальником комендатуры. Комендатура находится между Багиром и Ешбашем. Начальник майор Башкатов. Лучше будет, если договориться с этим Андреем. Мурат, теперь подумай, если мы даже будем стоять на этом варианте, надо добиться через русских, чтобы начальник заставы работал на нас. Если мы это не сможем, то не получится скрытно взять его. Если мы вернемся к старому варианту, то это очень опасно, потому что 30 охранников, 60 солдат, 3 БМ – большая сила. Поэтому надо работать по вышеописанному варианту. Прочти это письмо старшему. Если надо будет, я в середине октября приеду к вам, потому что надо обсудить последние обстоятельства. Об этом поговорим позже. Еще об одном. Ты подумай об электронной связи, это нам очень нужно. Мурат, подумайте все вместе о вышеуказанном и в ближайшее время сообщите мне письменно. Если приедет доверенное лицо, через него передайте мне. Остальные работы идут нормально. Ребята передают привет. До свидания, жду ответа. Далее во второй части письма содержались короткие информационные сообщения, которые отправитель просил использовать в передачах туркменской службы «Радио Свобода» и в оппозиционном журнале «Туркмен» или. Письмо было передано в Москву Исенову через одного из граждан Туркменистана 3 октября 1994 года.
На следующий день Есенов, по его словам, выйдя из дома, подвергся нападению со стороны группы неизвестных лиц, в результате чего дипломат с письмом и другими материалами политического характера был похищен и вскоре оказался в КНП Туркменистана. 19 октября 1994 года экспертиза установила, что текст письма написан Юсупом Кулиевым, который на следующий день был доставлен в КНБ и вскоре начал сотрудничать со следствием. В обмен на необходимые показания КНБ отказался от предъявления Кулиеву уголовных обвинений и даже попытался представить дело так, будто последний добровольно обратился в КНБ с заявлением о преступных намерениях лидеров оппозиции. Юсуп Кулиев в ходе следствия неоднократно заявлял, что собрал и передал в Москву данные о системе охраны резиденции президента Туркменистана в поселок Фируза по просьбе Мурада Есенова. Последний отрицает, что давал такое задание. Письмо Юсупа Кулиева оказалось единственным вещественным доказательством существования террористических планов оппозиции, полученным КНБ. Все участники событий того времени высказывают уверенность, что история с письмом Юсупа Кулиева является провокацией КНБ, который, предположительно, был в курсе планов политических противников Сапармурада Ниязова, по крайней мере, с сентября 1994 года. Обсуждение противоречивых версий, выдвигаемых в этой связи различными лицами, выходит за рамки настоящего доклада. Адвокаты Аймурадова, выступая на суде, обратили внимание на то, что органы КНБ не предприняли никаких шагов по проверке сведений, изложенных в письме Юсупа Кулиева, и источников их получения. Предположение о провокации представляется достаточно убедительным, особенно если иметь в виду, что похищение письма произошло вскоре после того, как 23 сентября 1994 года президент Туркменистана на заседании правительства призвал правоохранительные органы предпринять действия в интересах нейтрализации деятельности изменников Родины, проживающих за рубежом. 14 октября 1994 года российская газета «Известия» сообщила, что на только что состоявшемся заседании Кабинета министров Сапармурад Ниязов дал указание Генеральной прокуратуре обратиться с требованием к российским правоохранительным органам о выдаче в Туркменистан Авды Кулиева, Халмурада Саюнова и прислуживающих им Гараева и Чары Кулиева, совершивших тяжкие уголовные преступления и находящихся в розыске. При этом, как уже отмечалось, уголовное дело в отношении указанных лиц было возбуждено лишь 1 ноября, через 2,5 недели после цитируемого выше выступления президента. Как сообщили авторам доклада политэмигранты Авды Кулиев и Халмурад Есенов, игравшие ключевую роль в деятельности зарегистрированного в Москве фонда Туркменистан, являвшегося в 1993-1994 годов своеобразным цейонтром туркменской оппозиции, с начала августа 1994 года ими и их сторонниками в России и Туркменистане интенсивно обсуждалась идея проведения массового многодневного митинга в городе Ашхабаде с требованием отставки президента страны и проведения свободных выборов, продление президентских полномочий Ниязова до 2002 года путем референдума, проведенного в январе 1994 года, оппозиционеры считали противоречащим Конституции Туркменистана. По данным авторов доклада, в ходе имевших место дискуссий отдельные лица высказывали мнение о неизбежности в условиях диктаторского режима насильственных действий, предлагая, чтобы еще до начала митинга глава государства и министр внутренних дел были задержаны некими вооруженными группами, а их охрана в случае сопротивления нейтрализована. Однако, большинство оппозиционеров возражало против этих планов, никакие практические шаги в этом отношении не предпринимались. Позднее из-за неподготовленности митинга и возникших разногласий среди его организаторов начало выступления неоднократно переносилось, последняя назначенная дата — 30 октября, и в итоге была отложена на неопределенный срок. С учетом вышесказанного рассмотрим вопрос о степени обоснованности вины Гараева и Аймурадова в подготовке террористического акта по материалам следствия и обвинительного приговора, вынесенного Верховным судом Туркменистана. Согласно тексту приговора, Гараев должен был лично участвовать в осуществлении террористического акта против президента и руководителей силовых ведомств Туркменистана и по поручению Авды Кулиева, Халмурада Есенова и Халмурада Саюнова пытался подобрать для этой цели физически подготовленных молодых людей. Два одноклассника Гараева из Туркменистана, Муратгельда Джумагулаев и Атамурат Худайбердиев, дали показания, что в сентябре 1994 года они по приглашению Гараева приехали на неделю в Москву. Гараев сообщил им, что связан с туркменской оппозицией, возглавляемой Авды Кулиевым, и в один из дней познакомил с Халмурадом Есеновым.
В ходе их единственной 20-минутной беседы возле кинотеатра России Холмурадом Эсенов коротко расспросил о ситуации в Туркменистане, сказал собеседникам, что оппозиция планирует захватить резиденцию Ниязова в Фирюзе, и предложил им участвовать в государственном перевороте. Гараев, подтвердив на суде содержание беседы с Эсеновым, заявил, что слова последнего вызвали у него удивление и он не придал им значения. Согласно показаниям Джумагулаева, в конце разговора мне показалось, что Холмурадом Эсенов понял, что мы ему не доверяем. Больше вопрос о террористическом акте не обсуждался. По информации автора доклада, заявление Джумагулаева дата неизвестна и Худайбердыева от 13 октября 1994 года в КНБ, ставшие основанием для возбуждения уголовного дела, были написаны под диктовку работников этого ведомства, имевших агентурную информацию о встрече указанных лиц с Холмурадом Эсеновым. В судебном приговоре утверждается, что Гараев рассказывал Джумагулаеву и Худайбердыеву о планах оппозиции провести государственный переворот у себя на квартире еще до беседы с Эсеновым. Однако имеющиеся показания по этому вопросу носят путанный характер, содержат фантастические детали, например, якобы со слов Гараева утверждается, что оппозиция уже закупила и спрятала оружие, включая 2 бронетранспортера и в целом вызывают серьезные сомнения. Доказательства вины Аймурадова основаны, главным образом, на показаниях Юсупа Кулиева, 2 наркоторговцев, бежавших вместе с Аймурадовым из СИЗО КНБ бывшего мужа его сестры Атааразова, в доме у которого беглецы скрывались некоторое время. Суть показаний Юсупа Кулиева состоит в том, что 8 сентября 1994 года он, находясь в Москве, дважды видел Аймурадова. Днем тот зашел в кафе, где свидетель находился в обществе Авды Кулиева, Холмурада Эсенова и Холмурада Саюнова, и, переговорив с Авды Кулиевым, уехал, а вечером Аймурадов на 20 минут заехал на квартиру к Юсупу Кулиеву, где вышеназванные лица продолжали обсуждение своих политических планов, выпил кофе и о чем-то переговорил с Авды Кулиевым. В обсуждении политических вопросов Аймурадов, по признанию Юсупа Кулиева, не участвовал, хотя мог слышать содержание беседы. В октябре 1994 года Юсуп Кулиев разговаривал с находившимся в Ташкенте Аймурадовым по телефону, номер которого ему дал Холмурадом Эсенов. На основе вышесказанного в заявлении Юсуп Кулиева в КНП 29 октября 1994 года. Аймурадов называется среди других лидеров оппозиции, якобы участвовавших в подготовке террористического акта. Арслан Реджепов и Мурат Пирджинов, использовавшиеся в СИЗО КНБ на хозяйственных работах, и ранее судимый Атааразов в ходе следствия показали, что после совершения побега из СИЗО КНБ 8 февраля 1995 года за ужином в доме Аразова Аймурадов якобы рассказал им, что оппозиция готовится насильственно устранить президента Туркменистана в ближайшие 5-6 месяцев. Для этого рассматриваются 2 варианта: вооруженные выступления 500-600 человек. Оружие уже закупается и хранится в Либабском вилаяте, использование наемного убийцы, для чего необходим $1 миллион. Вопрос прорабатывается Холмурадом Эсеновым и Авды Кулиевым. На суде Реджепов и Пирджинов, осужденные Верховным судом Туркменистана 26 мая 1995 года на длительные сроки лишения свободы, полностью отказались от всех показаний в отношении Аймурадова, данных в ходе следствия, и заявили, что о подготовке оппозиции и террористического акта Аймурадов им ничего не говорил, они оговорили Аймурадова, поскольку следователь КНБ обещал им задачу необходимых показаний значительно сократить срок заключения, а Реджепова обещал оставить на хозяйственных работах в СИЗО КНБ еще до побега, давал ему читать материалы секретного дела в отношении Аймурадова. Реджепов и Пирджинов настаивали на своих новых показаниях, несмотря на угрозы прокурора привлечь их к уголовной ответственности за дачу ложных показаний на предварительном следствии. Верховный суд Туркменистана, однако, проигнорировал заявления вышеназванных свидетелей. Что касается Атааразова, то, согласно показаниям на суде Реджепова и Пирджинова, именно этот человек в присутствии Аймурадова выразил желание совершить убийство Туркменбаши из-за незаконного, по его мнению, осуждения 2 его сыновей. Сам Атааразов в 1984 года был осужден за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Согласно неподтвержденной информации, полученной авторами доклада, Атааразов дал согласие сотрудничать со следствием после обещания работников КНБ облегчить приговор его сыну. В любом случае Аразов также не сообщил каких-либо конкретных сведений о причастности Аймурадова к подготовке террористического акта. В приговоре Верховного суда Туркменистана также утверждается, что Гараев и Аймурадов в октябре 1994 года приехали в Ташкент для закупки оружия с целью его использования для совершения террористического акта. По данным
Авторов доклада, впервые версия о том, что указанные лица планировали закупить и провезти из Ташкента в Ашхабад стрелковое оружие для покушения на высших должностных лиц Туркменистана, была высказана председателем КНП Сапармурат Сейдовым одному из российских журналистов в начале ноября 1994 года на суде. Единственным доказательством намерения подсудимых закупить оружие явились весьма сомнительные в плане достоверности свидетельские показания сокамерника Аймурадова, четырежды судимого рецидивиста Краснова, который отсутствовал на судебном заседании по болезни, с которым, согласно показаниям свидетелей, у Аймурадова были неприязненные личные отношения. Как видно из этого краткого обзора, почти вся доказательная база обвинения Гараева и Аймурадова в подготовке террористического акта строится на устных показаниях туркменских граждан, находящихся в зависимости от следственных органов и в большинстве случаев не являвшихся непосредственными свидетелями совершения преступных действий. По мнению авторов доклада, конкретная вина обвиняемых материалами дела доказана не была, а их причастность к оппозиции не может служить основанием для привлечения к уголовной ответственности. Большинство собранных в деле номер 628 свидетельских показаний не имеют прямого отношения к действиям Гараева и Аймурадова и свидетельствуют, в случае их достоверности, лишь о том, что политэмигранты Холмурат Эссенов и Холмурат Саюнов заявляли в Москве о намерении осуществить в Туркменистане государственный переворот, в том числе с использованием вооруженных групп задержать нескольких руководителей государства. В то же время следствием не было найдено никаких доказательств того, что такие группы были созданы или реально создавались, не было обнаружено и оружие, якобы уже закупленное оппозицией. Не соответствовало действительности и утверждение Холмурата Эссенова в разговоре с одноклассниками Гараева, что сторонники оппозиции уже осуществили видеосъемку резиденции президента с целью подготовки ее захвата. Информация, содержащаяся в письме Юсупа Кулиева, по непонятным причинам не была подвергнута проверке в ходе следствия, поэтому письмо в соответствии с процессуальными нормами не могло использоваться в качестве вещественного доказательства, равно как и составленное неизвестным лицом и приобщенное к делу обращение оппозиции, декларирующее переход власти в Туркменистане к Временному Совету. В любом случае оба этих документа не имели отношения к осужденным Гараеву и Аймурадову. В свете вышесказанного автором доклада представляется достаточно обоснованной позиция адвокатов Гараева и Аймурадова, потребовавших оправдания подсудимых и освобождения их из-под стражи. Соучастники. Дело номер 628 задумывалось КНП Туркменистана как масштабное уголовное дело, направленное на дискредитацию политических противников режима Ниязова. В конце октября, начале ноября 1994 года несколько проживающих в Ашхабаде, Мара и Чарджоу активистов оппозиции и связанных с ними лиц были задержаны или вызывались на беседы в КНБ. Сопредседатель оппозиционного движения Акзыбирлик Худайберды Халыев провел в СИЗО КНП 3 дня, с 1 по 3 ноября 1994 года. Допросы задержанного вел лично председатель КНП Туркменистана Сапармурат Сейдов. По данным КНБ, на совещаниях оппозиции в Москве о Халыеве якобы говорили как о человеке, у которого можно оставить оружие, необходимое для совершения террористического акта. Однако никаких доказательств причастности Халыева к терроризму и подготовке государственного переворота обнаружено не было, и он был освобожден. По данным авторов доклада, члены движения Акзыбирлик вообще не участвовали в подготовке антиправительственной демонстрации в Ашхабаде, поскольку руководители этого движения в середине августа 1994 года пришли к мнению, что Холмурат Эссенов является провокатором, с которым не следует вести какие-либо дела. В городе Мары за попытку размножения оппозиционного журнала «Туркмен» или, издававшегося в Москве, сотрудниками КНБ был задержан Акмухамед Зарипов, брат проживающего в Москве туркменского художника-диссидента Анна Мухаммеда Зарипова. С 1 по 3 ноября 1994 года он содержался в СИЗО города Мары. Позднее Зарипов был освобожден под подписку о невыезде, и налоговые органы начали проверку его коммерческой деятельности. 16 ноября 1994 года было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых по статье 15.64 Уголовного кодекса Туркменистана проживающих в Москве Холмурадом Эссенова и Холмурада Саюнова. В постановлении указывалось, что Эссенов и Саюнов вступили в преступный сговор с Авды Кулиевым и Аймурадовым и склонили к участию в реализации своих преступных планов Юсупа Кулиева, Гараева, Джумагулаева и Худайбердыева. 18 ноября 1994 года исполняющему обязанности генерального прокурора РФ Ильюшенко туркменскими правоохранительными органами было направлено письмо о возбуждении уголовного дела номер 628 в отношении Холмурада Эссенова и Холмурат Саюнова по заявлениям граждан Юсупа Кулиева, Худайбердыева, Джума Кулиева, а также Гараева.
Помимо заявления о подготовке оппозиции террористического акта, в письме утверждалось, что Аймурадов и Авды Кулиев присвоили 302 тысячи долларов государственных средств. 23 ноября 1994 года информация о присвоении Аймурадовым 300 тысяч долларов была, ссылкой на туркменского вице-премьера Бориса Шахмурадова, опубликована российской литературной газетой. В действительности, уголовное дело по поводу якобы имевшего место хищения государственных средств правоохранительными органами Туркменистана не возбуждалось, а Аймурадов или другие лица по этому вопросу не допрашивались. По сообщению представителя Генеральной прокуратуры РФ, Холмурат Саюнов также обвинялся туркменской стороной в сексуальных домогательствах к своей секретарше во время работы заместителем главы администрации города Кизыл-Арвата в 1992 году. Генеральная прокуратура Туркменистана ходатайствовала о выдаче Холмурада Эссенова и Холмурада Саюнова. 24 и 25 ноября 1994 года указанные лица были задержаны в Москве сотрудниками Федеральным следственным комитетом РФ и помещены в ЭФС по адресу улица Петровка, дом 38. Вскоре после задержания они подали заявление на имя президента РФ Ельцина о предоставлении им политического убежища. Задержание туркменских диссидентов в Москве вызвало бурные протесты общественности. В заявлении Фонда защиты гласности отмечалось, что согласно статье 63 Конституции РФ в Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, преследуемым за политические убеждения. Российские власти критиковались за отсутствие гласности в этом деле, соучастие в преследовании туркменских диссидентов и недопущение к задержанным адвокатов в течение 2 недель. Кроме того, как выяснилось, Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, на которую ссылалась Генеральная прокуратура РФ в обосновании своих действий, была ратифицирована Россией лишь 10 декабря 1994 года, то есть на момент задержания не имела законной силы. В итоге после предъявления 14 декабря 1994 года обвинения в подготовке террористического акта и проведении ряда следственных действий Генеральная прокуратура РФ отказала в выдаче Холмурада Эссенова и Холмурада Саюнова в Туркменистан. 21 декабря 1994 года они были освобождены. Одновременно 20 декабря Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело номер 238701 в отношении Авды Кулиева, Холмурада Саинова и Холмурада Эссенова по признакам состава преступления, предусмотренного статьями 15-102 пунктами ЗН Уголовного кодекса РСФСР, приготовление к совершению умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах. Расследование проводилось следователем по особо важным делам отдела по расследованию бандитизма и убийств прокуратуры города Москвы Григорьевым. Вскоре после освобождения Эссенова и Саюнова министр иностранных дел Туркменистана Борис Шахмурадов заявил, что туркменские власти намерены повторно обратиться к России с требованием о выдаче преступников. Тем не менее, хотя заместитель председателя КНП Туркменистана Мухаммед Назаров и заместитель начальника следственного отдела КН Батузов в общей сложности почти 2 месяца находились в столице России, они не смогли представить доказательств подготовки руководителями туркменской оппозиции умышленного убийства руководителей этой страны. Поэтому постановлением от 20 февраля 1995 года данное уголовное дело было прекращено в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР за отсутствием в деянии состава преступления. В тот же день Эссенов и Саюнов выехали в Швецию, власти которой еще 28 декабря 1994 году предоставили им политическое убежище. К концу декабря 1994 года руководство КНП Туркменистана, уже получившее из рук президента страны награды и звания за успешную ликвидацию оппозиционного террористического подполья, пришло к выводу о слабости имеющейся доказательной базы и о необходимости ускорить расследование уголовного дела номер 628, которое вел заместитель начальника следственного отдела КНП майор Атузов. 30 декабря 1994 года объединенным приказом Генеральной прокуратуры и КНП Туркменистана была создана следственная группа в составе следователей Атузова, Кичукова, Гытлыева. Кроме того, в нарушение процессуальных норм отдельные допросы проводились другими следователями, Байлыевым, Бычковым, Реджеповым, Шириевым и другими. Расследование велось не только в Туркменистане и России, но и в Узбекистане, допросы в Ташкенте в январе-феврале 1995 года. Однако, несмотря на масштабные усилия следственных органов, необходимые доказательства по делу получены не были.
Более того, встал вопрос о возможном освобождении арестованного в Туркменистане Аймурадова, в отношении которого отсутствовали какие-либо конкретные сведения о его причастности к подготовке террористического акта, кроме мало о чем говорящих показаний Юсупа Кулиева, изложенных нами выше. В сложившейся ситуации Гараев, ранее рассматривавшийся Кэнг Туркменистана в качестве одного из важных свидетелей обвинения, был срочно переведен в разряд террористов. В начале января 1995 года. Атузов в интервью газете «Туркменская искра» заявил, что дело вымогателя Гараева и дело в отношении оппозиционеров о подготовке террористического акта – звенья одной цепи, и они должны быть объединены.